мне 36 лет, я вырос в полной семье. Ну, папа, мама у меня родилась, я был отличником до 9 класса, у меня там успехи были очень хорошие в школе. Я был призером по олимпиадам, по гуманитарным наукам, русский язык, литература, там, история. Мне учителя пророчили такое будущее, ну, прям крутое. Вот. Но потом в 8 классе у меня появились такие авторитетные, так сказать, люди. Я очень завидовал ребятам, которые употребляли наркотики, которые, знаете, были такие крутые, ну, крутые в кавычках. Вот, я им очень завидовал, и ввиду этого я употребил первый свой наркотик. Вот эта зависть меня толкнула на употребление более тяжелых наркотиков. Я хотел походить вот ради этой вторичной выгоды, чтобы меня принимали в социуме, чтобы я был таким крутым. 2 раза я сидел в тюрьме, у меня инвалидность 3-я группа, у меня зубы все посыпались. Самая тяжелая ситуация такая, знаете, прям, которая вот мне не дает забыть, это глаза моей матери, когда я ехал на реабилитацию. То есть, если мать раньше мной гордилась, когда я там призовые места на Олимпиаде занимал, когда я учился хорошо, то в последнее время моего употребления она стыдилась меня. И когда мы встречались, в основном я с ней встречался, чтобы попросить у меня денег на употребление, она, если происходило это в людных местах, она опускала глаза, и мне так стыдно было, ну, за себя я такой стыд испытывал. Мне так страшно было то, что мама моя родная меня стыдится. Не стройте себе, друзья, ложных кумиров, то есть это все, ну, если вам предлагают употребить, то убегайте, потому что вам предлагают, ну, грубо говоря, застрелиться, либо там зарезаться, то есть вам предлагают смерть. Сейчас очень много хороших трезвых движений, которые за здоровый образ жизни, то есть ведите здоровый образ жизни. И не пренебрегайте вот этой краткосрочной перспективой, то есть не повторяйте моих ошибок, чтобы понравиться, чтобы вас приняли в социуме такие же, знаете, вот маргиналы, каким был я. Думайте о долгосрочной перспективе, то есть что будет в дальнейшем, семья, там, какие-то поездки, какой-то успех, то есть какие-то материальные блага, потому что в употреблении всего это нет, в употреблении тюрьма, больница, либо смерть.